Второй раз. Второй раз запускаю. 20 секунд полет. В чем дело? Так. О, вот теперь пошло. Теперь я вижу его. Так, сейчас что-нибудь напишем. О, один есть человечек. Ура! Ура, ура, ура. Так. О, сам себя увидел. Я, кажется, король. Ага. Ну что, пишите что-нибудь. Вот вам Черное море. Стрим с Черного моря. Так. Так, в другую сторону. Хе-хе. Да я-то эту через селфи-палку. Селфи-палка пригодилась. Так. Вот она. Вон, видите, да? Огоньки горят. Это вдалеке. О, тут даже можно приблизить. Смотрите-ка. Ага. А что он не фокусируется? Давай, фокусируйся. Ё-моё. Слышно, да? Видно? Наверное, это все-таки не хватает яркости, да, я так думаю. Ну вот оно, Черное море. Там музончик такой играет. Тихий. Вот она. Алушта. Там утес, по-моему, на горизонте. Ну, давайте, пишите. Чат видны все сообщения. Тишина и покой. Заснули, что ли, все люди-то, а? Похоже, заснули. Так. Оба-на. Так, давайте сужаем. Как ее сузить? О! Эй. Начинаю потихоньку учиться. Так, а как фокус сделать? В фокусе же, да? Все нормально. Нормально сидим. Еще раз привет, привет. А где все? Ты не знаю, где все? Ну, пока хватает народу. Может, кто подойдет? Кому интересно? Так, ну что? Я вот сам себя вижу здесь. Видали, да? Сам себя вижу. Так, наверное, эту штуку выключить надо. Спасибо, спасибо. Видно, да, там, сколько этих телефонов, как в зеркале. Бесконечное отражение. Качество там... Тут, дайте-ка я проверю, как качество трансляции. Так, сколько пикселов? 144, что-то маловато. Давайте. О, 720. 720 идет.
Ага, идет. В принципе, нормально, все четко показывает. Вон музончик вам такой я включил. А, ну понятно. Ну, потихонечку. Ночь же длинная. Куда торопиться-то? Там музончик такой играет приятный. Надеюсь, что не забанят из-за музончика-то из-за этого. Ну, шум моря слышно? Шум моря. Я, допустим, слышу, а у вас даже не знаю, как там. Микрофон справляется, нет? Сегодня хороший вечер, вообще замечательный. Вечер замечательный. Море? Сейчас море покажу. Оба-на. Подождите-ка. Надо вот так вот. Надо селфи-палкой еще научиться пользоваться. Вот море вам. Так, надо приблизить. Опс. Так. Какую сторону-то? О, мне туда я двигаю. О, видно? Вот. Там вот и море. Вот видите, да? Слышно море? Вот там Алушта. Утес. Поселок. Нормально, да? Оба. Какой-то чебурек. Чебурек, чебурек. Так, ладно. Что, давайте потихоньку. Опс. В эту сторону надо сделать. Так, теперь надо уменьшить. Видите, сколько сегодня еды-то, а? У нас. Так. Спасибо. Спасибо. Так, ну что? Так, качество низкое. Уменьшим нагрузочку. Ага, малушьте. Ну, как нормально тут кормят. Санаторий такой. Тихий, спокойный. Людей практически нету. 2 раза кормят. Утром и в обед. Ну, сколько хочешь, столько и кормят. Ну а сейчас вот вечер. Пожалуйста, вечер. Поэтому решил сам немножко покушать. Так, что у нас сегодня будет? Вот пицца. Вот такая вот пицца. Видно пиццу? О, так вот. Так вот виднее. 6 смотрит, 2 лайков. Спасибо за лайки. А музыку-то слышно? Музыка он играет такая спокойная. Так, это чаек будет у нас сегодня. Здесь вот разный чаек. Да, санаторий такой. Чаек вот такой вот разный. Зеленый. Вот такой вот. Свитберри. Вот он какой вот такой вот, да? Травяной чаек. А море? А я думал, тут у нас как... Вы же хотели эту. Вот специально я лапшу купил. Смотрите, лапшу. Доширак. Будем ее пробовать на берегу Черного моря. Ну и вот такие кашки есть еще, разные кашки. Геркулесовая кашка. Каша овсяная. А, норма, да? Лишь бы только не забанили из-за этой музыки. Каша овсяная, вот такая с какими-то, ну, с малиной. А, это с малиной, это с клубникой. Геркулес, смотрите. Это каша овсяная с молоком. Натурпродукт. Не знаю, стоит ли на ночь наедаться, конечно. Это геркулес с абрикосом. Кашки. Ну, вот такой вот
досырак. Досырак вот такой вот. Сейчас его заварим. Да, у меня даже специально салфеточки есть, чтобы это, ну, вытирать культурно все было. Так, а это разный кофеек. Вместе с ним стрим провести. Да. Было бы занятно, конечно. Ну, пока вот так вот. Пока в таком варианте. Вот шишку тут я нашел вот такую вот где-то. Шел, думаю, шишка валяется. Взять ее, что ли. Как вот антураж такой прикольный. Ну что, давайте распаковывать доширак. Пробовать. Надо же заварить его, да? Такая вот у меня посудина есть. Угу. Такая посудина есть. Смотрите. А море слышно вам, нет? Привет, Илья, привет. Рад вас видеть на своем канале. Вечернее Черное море. Вот сейчас вам покажу Алушту. Так, в какую сторону? Это не туда, это сюда. Сейчас я вам покажу Алушту. Опс, вот там вот она горит. Сейчас я приближу. Оба. Так, немножко вниз. Тихо, тут пока научишься этим управлять. 8 человек. Ну, конечно, неприятно, поэтому я и как бы... Но меня попросили, короче, сделать распаковочку доширака на берегу Черного моря. Вот сейчас вот вам пока показываю, это я. Потому что ночная фокус, к сожалению, гуляет. Видать, не хватает освещения. Ну, вот можете все посмотреть. Не знаю, слышно ли шум моря, но тут четко вот слышно. Плюс музыка такая вот ненавязчивая, фоновая. Так, ладно, давайте обратно перейдем на стол. На столе-то прикольнее, да? На балкончике тут и расположился. Видите, там, кстати, да? Вон она. Даже можно так не вставать, смотреть. Так, а в эту сторону как... Ой! Ё-моё, пока тут научишься водить. Вон там дома, видно, светятся в Алуште. На берегу, набережная видно. Слабо, но видно. Так, давайте. У нас же сегодня распаковка доширака. Тут у меня есть салфетки и все подряд. Так, теперь надо уменьшить. Доброй ночи, подписываюсь на спасибо, Наталья, спасибо. Зрители из Якутии, к сожалению, там сейчас 4 утра, поэтому они спят, потому что завтра у нас, сегодня какой день-то? Вторник, а завтра среда, рабочий день. Ну ладно, давайте распаковываем такой доширак красный, такой вот такой доширак красный. Попробуем его. Хотя давно я, конечно, не ел. Тут в санатории кормят 2 раза. Утром и в обед, поэтому как бы хватает. Или, ну, вечером вот такой вот. Вечером можно, в принципе, и покушать, самому что-то приготовить. Вот такой вот доширак. Смотрите, какой он красивый, ровненький. Но я специально взял без этой упаковки, да, ихней фирменной, да, потому что она вредная какая-то, говорят. И лучше таких более. Вот так вот ее. Привет. Ага, ну записи.
Запись сохрани, естественно. У меня там бутылочка пива есть еще. Ее надо будет открыть. И, может быть, я пробовал вот трансляцию начинать перед этим. И, короче, у меня почему-то не вышло. Я там написал слово алкострим. Может быть, он не терпит такие слова. Поэтому... Привет, привет всем. Можете, да, кстати, переписываться с собой. Так, вот такая, видите, здесь два пакетика даже, смотрите, два пакетика в этом дошираке. На этом написано квисти бульон, приправы, вкус говядины. Вот это вот. Так, а сколько его? Его, по-моему, весь нельзя. Вот здесь я знаю травы всякие, да? Насыщенный вкус, еще больше овощей. Улучшение качества, строгий контроль производства. Смотрите, все как доширак квисти. Так, давайте сначала высыпем тогда вот эту вот овощ. Овощ-то вся высыпется, да, конечно, вся. И такой у нас сегодня спокойный вечер на берегу моря черного. Там шум моря слышно. Музычка такая легкая играет, фоновая, в гитарном исполнении. Так, это овощи я все высыпал. Так, и теперь надо вот эту вот приправу. Ну, поскольку у нас лапша красная, да? Красная, то она может быть жгучая, поэтому я не всю буду высыпать, а высыплю где-то половинку. Вот так вот. А я не такой, как говорится, любитель. Так, надо пойти заварить. Чайник. Сейчас, минутку. Чайник надо заварить. Так, чайника поставил, сейчас закипит. Надо же лапшу вот эту вот залить кипяточком, да? Кипяточком зальем. Так, что-то тут остатки еще вытряхнем их сюда. Вон у меня сколько еще всяких этих чаев тут можно пробовать. Каши есть, но я не знаю, куда их на ночь жрать. По-моему, одной лапши хватит, поэтому это я уберу, чтобы не мешало. Да, ну, чокопай, может быть, оставить. Кофе есть. Так, сюда это положим. Сахар какой есть с отеля Ялта Интурист. Вот, видали, да? Кто был в Ялте Интурист, знает. Мы, кстати, с Ялты Интурист приехали сюда. Были там какое-то время. Были. Так, вот у меня специально Ольга Гринева. Привет всем, Тима. Приветствую. Привет, Ольга. Добрый вечер. Смотрите, у меня вот такой вот есть. Да, что-то там начинает подвисать телефон, и я здесь читаю чат. Чат читаю. Надеюсь, на качестве это никак сильно не сказывается. Так, вот еще пицца есть. Пицца. Так вот мы сделаем все тут, чтобы аккуратно было, да? Привет всем, привет. Сегодня день такой замечательный. Блюдо у тебя. Это пицца. Это пицца, вот пепперони. Пепперони пицца. Это вот здесь вот в кафешке я заказал. Но она подостыла, правда, да? Ну, ничего страшного.
А это доширак классический, но я взял вот в такой мягкой упаковочке, да, потому что у меня тарелка есть, где заваривать. Ну, такую тарелку мы с собой берем, когда едем в поезде, понимаете, да? В поезде, когда едешь, надо же там чем-то питаться. Вот такую тарелку, так вот сейчас там чайник вскипит, и я его сейчас возьму и залью. Так, давайте-ка мы за чайником сходим. Видно, надеюсь, да? Так. Никогда еще в жизни не заваривал доширак на берегу Черного моря. Ну вот сейчас вот мы это и сделаем. Так, беру чайник, вскипела вода в чайнике. Заливаю. Заливаю. Там же надо сколько-то времени. Так, полностью практически все залил. Теперь надо закрыть. О. Так, вилочка у меня есть. Вот такая вот. Оба-на. Так, чайник надо убрать, да? Куда его? Хочу, кстати, похвастаться книжками, которые читаю. Тут что-то темно совсем. Так, немножко перенести. Вот Антон Павловича Чехова читаю. Избранные сочинения, видно, да? Так вот, на берегу моря берешь книжку, ложишься на шезлонг и читаешь Антон Павловича. Самое то заходит, в улет заходит. Тут еще тоже недавно взял, тоже такую, но это Бажов, книжка такая интересная. Антон Павлович, подождите, Павел Павлович Бажов, да? Вот она даже с иллюстрациями. Такая вот малахитовая шкатулка называется. Тут картинки такие прикольные есть. Ну что вот делать? В интернете что ли сидеть? Вот надо вот так вот книжки читать потихоньку. Так, сколько минут заваривается лапша доширак? Кто знает. Чипсы. Ну, кстати, чипсы есть тоже. Дайте-ка я притащу. Буду. Привет. Всем привет. Где бокал? Сейчас бокал еще. Там пиво у меня в морозилке остывает. Поэтому шишка для антуража специально подобрал, чтобы как-то это самое сделать ощущение чего-то такого нестандартного. Минут 10 заваривают, да 5. Я люблю подольше заваривать. Так, может быть помешать. Ой, какая она там горячая, да? Лапша. Это видно, парит, видно? Давайте ее перемешаем, чтобы она это лучше разбухла. Кто любит доширак, ставьте лайк. Я думаю, все любят доширак. Иногда покушать. Хотя, конечно, пища вредная. Но иногда можно. Там, говорят, какие-то усилители вкуса, там глюмонат натрия, еще какая-то химоза. Ну, куда сейчас без химии? Куда денешься? Что-то у меня так отстает этот. Так.
Куда сейчас без химии денешь? Сейчас она везде химия. Вы вот берете продукты какие, даже не знаете, там есть или нет. Вам вообще могут не сказать про это. Поэтому к химии надо, чтобы организм привык, адаптировался, конечно, да. Был иммунитет от химии. Так, чипсы принести надо еще. Чипсы. Закусывать-то надо чем-то же. Вот такие вот чипсы. Васаби. Вкус васаби. Тоже их с вами покушаем. Можете там переписываться в чатик. Наливай сейчас. Сейчас налью. А, клубника же еще была. Ё-моё, точно, клубнику я хотел еще. Забыл. Ё-моё. Сейчас вот эту беру лишнюю. Что-то тут слишком много всего повыкладывал. Надо прибрать. Все. Вот такая вот клубника. По-моему, она какая-то слишком большая, да? Вам не кажется? Да, да, да. Вот смотрите, какая здоровенная клубника. Видали, да? Просто для сравнения. Вот, не знаю, вилка, да? Вот вилка, да? И вот какая клубника. Здоровая. О, как это, Виктория, да? Такая вот клубника. Не знаю, насколько она сладкая, насколько она вкусная, но с виду она, конечно, довольно так аппетитно выглядит. И запах даже. Какой запах, если бы вы знали, какой запах, ё-моё. Так, давайте ее вот сюда вот поставим. Так, фокусируется у меня, надеюсь. Селфи-палку-то не зря взял. Вот, оказывается, можно стримы с ней устраивать. Долго ли она продержится или тут подзарядку включить. Powerbank у меня есть, поэтому запас энергии для проведения стрима есть. Так, ну что там у нас? Так, а это чипсики. Такие, смотрите, какие чипсики прикольные. Кстати, они как Принглс. Принглс, знаете, в такой круглой банке. Но они дорогие. А эти за 100 грамм 50 рублей продаются. То есть в несколько раз дешевле. Вот так вот мы их положим. Чипсики. Под пивас. Сейчас покажу вам пивас какой. Есть пивасик. Так, чашку убрать надо. А то оно улетит куда-нибудь и разобьется, не дай бог. Не дай бог, мне придется. Чашка не моя, отельная чашка. Там прескурант есть, что-то рублей 300 или 500, даже не знаю. 6 смотрит, 6 лайков. Большое спасибо. Так, за пивасом, пока тут у нас лапшичка доходит. Я люблю такая, когда она более такая рыхлая, мягкая. Не все, конечно, любят, но я люблю такую.
стакан. Под пивас пойдет такой же, да? И вот пиво. Я только и вынул из холодильника. Видно, нет, Крым написано. Темное, я специально темное люблю пиво пить. Темненькое. 38 дней. Что тут написано? Срок изготовления 38 дней. Смотрите, да? Так, и здесь читаем. Дайте-ка я поближе, а тут темно, что-то ничего не видно. Пиво темное, фильтрованное, пастеризованное, Крым темное. Представляете, да? Натюр продукт. Ой, как оно, смотрите, как оно увлажнилось. А дайте-ка я принесу сейчас фонариком посвечу. Такой вот фонарик есть. Вот такой вот современный. О, как стало, как днем, ё-моё. Сейчас, чтобы вам видно было хорошо, даже, по-моему, чрезмерно, да? Ярко. Крым. Вот такой пивас. О. Вот такой пивас. О, как сейчас классно стало видно-то. Все тут видно, представляете, да? Такой вот фонарик повесить, если здесь как-нибудь закрепить. Ну, тут батарейки. Крым. Темная. Такой, видите, да, по-моему, только из этого с холодильничка такое. Прямо влажная бутылочка такая. Холодненькая. Что еще надо, да? Для счастья вечером. Так, я уже начинаю буянить. Так. Так, ладно, выключил я. Ой, вообще какая-то сирена появилась. Так. Фокус работает, все нормально. Крым. Тут даже звезды какие-то есть. Смотрите, давайте почитаем. Награды, вернее, какие-то. Это что там такое? Крым. 2015, Сочи. Типа, смотрите, классическая технология с 1982 года. Пьем только крымское, естественно, в Крыму. Другое пить нельзя. Сейчас тут у меня открывашечка такая есть. Блатная. Такая вот открывашечка. Сейчас мы откроем ее. Так, немножечко наверх. Как мне наверх-то? О, вот так вот, да, чтобы вы видели, как я бутылку открываю с пивасом. Так, берем вот так вот. О, слышно, да, было? Вышло. Газы вышли. Оба. Все, открыл. Смотрите. Написано. На пробке написано Крым. Такой знак. Орел, да? Орел с короной. Ё-моё. Может, плохо видно, но вот так вот видно. Все натурально, все крымское, кроме доширака, конечно. Так, крымскую за 300. Тима, он от одной бутылки пива пил. Да, конечно, мне много пива. Я не пью, поэтому такой бутылки это больше, чем предостаточно. Ну что, давайте нальем. Накидайся. Тима, давай, как Вадик, накидайся и про ядерную войну расскажи нам. Я шучу, не обижайся. Ядерную войну. Ну что, чего бывать? Чему бывать, того не миновать. Так, ну что, давайте наливаю пивас. Смотрите, на фоне. Ну, там Черное море рядом. 50 метров от меня. Слышно он как волны бьют. Вот такое пиво. Реклама крымского пива. Пейте, пейте охлажденное крымское. Правильно, да? Правильно я делаю? Правильно, так вот, так вот.
бутылочку поставим здесь. Так, закроем ее пробочкой, чтобы она газики оттуда лишние не выходили. Так, ну и что? И что? Так, давайте я комментарии почитаю, что вы пишете. То людей пишут, и не читаешь. Ага. Ой, сколько написали-то, а? Сколько написали, боже мой, мне никогда столько не писали. Гришко ржет, говорит, где море, какой-то чебурек. Тима, он скинул ссылочку на свой стрим у себя в эфире. Спасибо. Голфиндер, привет. Где отдыхаешь? В Алуште. Чем кормят? Как добирался? И сколько с Якутска? Так, ну сколько я с Якутска добирался? От Якутска до Москвы на самолете. Ну, все, естественно, заранее покупали за 3 месяца. Мы, когда планируем отпуск, то заранее, где-то за полгода уже так вот примерно начинаем соображать, что куда поехать и так далее. Там билеты. Чем раньше возьмешь, тем они дешевле, билеты, вы понимаете, да? Поэтому надо все заранее делать. Тем более на поезд сейчас вот проблема, да, купить, как бы, ага, поэтому пришлось, ну, до Москвы мы долетели на самолете во Внуково, с Внуково мы аэроэкспрессом до Казанского вокзала доехали, да, ну до метро доехали, да, до метро Киевская, и потом до Казанского вокзала, площадь 3 вокзалов, где, да. Ну и там и днем прилетели, и вечером мы сели на поезд Гранд Сервис Экспресс Таврия. Буквально это было где-то в 12 часов ночи уже, отправление поезда было. И через сутки, получается, утром мы приехали в Симферополь. В Симферополе нас встретила, мы направлялись в Ялту Интурист. Отель, у них есть трансфер свой, поэтому от ЖД вокзала нас встретил автобус, который довольно быстро ехал. Он, довезли до Ялты Интурист, и, короче, все, мы оказались на месте, в общем-то. Хорошо, давайте поднимем бокал. Темное пиво, темное, это специально темное, такое крымское темное пиво купил. Люблю темное пиво. Давайте для поднятия настроения вечернего, за ваше здоровье, выпьем. Ой, холодненькое. Сейчас вечер вообще шикарный. Или уже ночь? Сколько сейчас? 10 часов, да? Вроде бы как ночь. Ну, ранняя ночь. Так. Сколько смотрит тебя? Ну, сколько сейчас? 6 смотрит, написано, да? Тима, если будет время, как-нибудь сделай днем. Всем важно видеть море. Но я не знаю, как там от моря получится, нет. Я вот через волну здесь пробовал, тут волна фигово берет, Вот честно, хотя и говорили, что четко будет, но как-то вот здесь вот в этом поселочке, маленьком, плоховато она берет. Не знаю, а Wi-Fi до туда, по-моему, не добьется. Поэтому как будет, я даже и не знаю. Так, а что у меня подвисает, что ли, или мне кажется, это или это тут этот. Да, музыка тихонько фоном норм. Ага, музыка тут играет, такая гитара. Выброси эту дрянь, закажи шашлык или рыбку с венцом. Ты же якутский. Не, ну доширак, вы что, это культовая еда. Как можно без него вообще? Тима, привет, Илья Глухов. Привет, Илья. Экстримов говорит, ну вот, 8 человек от меня убежали. Так можно одновременно на 2 телефонах, допустим, как вот у меня есть телефон, да, смотрите, вот сейчас я, допустим, чат просто читаю, да, а я могу
на двух телефонах два стрима одновременно смотреть. Два. Понимаете, два. Ну, кто мешает два стрима одновременно смотреть, взять два телефона и смотреть одновременно два стрима? Не надо никуда бегать. Вот так вот взяли, положили его перед собой и, соответственно, это самое. Вот что-то, видите, кружится это. Интересно, где это? Не проходит. Где твои зрители из Якутии спят, потому что там глубокая ночь, там 4 утра, 4 утра, или это утро уже, ну, короче, спят, они будут спать до утра, тем более завтра у нас, ну, там мы бездельники такие, да, отдыхающие, да, как бы, по ночам сидим, выпиваем пивас крымский, а там уже люди на работу думают, как идти. О, хороший. Хороший пивас, хороший, вкусный. Так, давайте Ольгу зови, здравия. Где Ольга, Тима? А что это за блюдо у тебя? А, это вот это пицца пепперони. Пицца пепперони, это чипсы васаби, такие вот классные. Здесь взял. Это клубника. Там привидение за стенкой стучит. Короче, такая еда. Пиво. Крымское темное пиво. Короче, еды полно. Так, тут меня смешат. Смешат меня здесь. Так, привет, Ольга Гринева, привет всем. Привет, Ольга. Так, где ваше лицо? Где лицо? Вот мое лицо, вот оно. Так, ну закрой дверь. Че прямо? Кондишн включи там. Я тут не один, просто переговариваюсь. Где бокал? Вот бокал. Уже налил. Привет, привет всем. Шишка, любимая тема. Да, это я вот подобрал. Шишку эту сегодня спрашивал в чате. Вот в чате в Телеграм, да, значит, как называют. Ну, сказали сосна. У нас, кстати, в Якутии сосен тоже много и шишек много. Поэтому, ну, их вести какой смысл, если у нас можно их тоже. Тут просто они здоровые, да, шишки. У нас там какие-то поменьше. Ну, шишку можно использовать, как в частности там писали, да, как украшение. То есть, если ее чем-то таким блестящим покрасить, да, посыпать, то классно. Естественное украшение на елку. Вообще супер. Так, про ЖК Алмаз и все остальные. Приходи на мой стрим, буду про Элту рассказывать. Ага, Юлия Глухов, да. Иванова успел загореть? Да, смотрите, какой у меня загар. Так, сейчас лампу включу. Я даже уже немножко у меня кожа начала это слазить. О, видали, да? Видно, нет? Такая шоколадная рука у меня. И где-то вот даже здесь кожа полезла. Или я уже смыл, что-то не вижу. Ага. Ну, где-то там на спине обычно быстрее всего начинает слазить. Ну, спину я свою не собираюсь вам показывать, естественно. Я тоже клубнику сейчас кушаю. Блин, ну, отлично, отлично. Тем более урожай клубники много по 130. Для меня это как бы вообще копеечное. Доширак, конечно, вредно, но иногда хочется отравы. Вот это золотые слова, золотые. Иногда хочется отравить себя дошираком, потому что здесь глюконат натрия, потом он такой остренький, перченый, это вообще иногда тебя доширак распирает. Это культовая еда, это еда поколения, что вы прямо доширак. И не говори, и чипсы любовь похрустеть. Да, чипсы, а кто чипсы не любит? Вот чипсы пепперони. Ну вот они такие, не на развес продаются, 50 рублей 100 грамм. В принципе, нормальная цена, недорого. У меня в холодильнике нашла бокалчик мускатель розовый. О, ну давайте, наливайте. Будет веселее.
Тимофей. Упс, привет всем. Привет, Тимофей. Да, я загорел, Ольга. Вот, я показывал свой загар. Еще раз покажу. Сколько мы тут неделю, да, тусуемся. Поэтому, ну, за это время, конечно, можно загореть. Привет, дружище. Тимофей, привет любителям КФР. Кто что такое КФР? Утром идти полезные завтраки, вечером можно вредности поесть. Да, точно. Утром кашка, бульончик. Девочки и мальчики, пламенный вам приветик. Так, Тимофей, блин, 2 дня не могу купить клубнику. Как так? Ее же везде она есть, клубника. Главное не брить посуду, как Вадик. Ольга говорит. Посуда, да вы что, меня штрафуют за нее. Не дай бог я в отеле я там вот эту вот чашечку разобью или тарелочку. Придется платить в тройном размере. Так что я аккуратно. Тима иногда тоже этим грешит. Оль, 250-300, это что, клубника, что ли? Супер освещение, дорого, у нас дешевле, цену знаю. Оль, у вас от 100 до 180, клубнику, да, обсуждаете, да? Клубнику в Крыму примерно 150. Ну, вот в Ялте я покупал бахчисарайскую за 130 рублей. Здесь вот в поселочке, к сожалению, цена подороже, в 2 раза 250 рублей. Но зато смотрите, какая она большая, крупная. Блин, у меня даже это... Видали, да? Сейчас я свет включу. Тут у меня специальная подсветка есть. Такая лампа. О, видали, да? Какая она здоровая. Для сравнения вот с чем он, с бутылкой пива. О, какая. Даже больше, чем бутылка пива. Клубника. Да? О, какая. О. Бутылка маленькая, клубника вон какая здоровая. Вот так вот. Смотрите, клубника размером с бутылку пива. Офигеть. Вот такая вот клубника в Крыму растет. Смотрите, какая она симпатичная. Вкусненькая. А знаете, заметил такое дело, что клубника, чем мельче, тем она вкуснее. Уже не пила, уже буянит. Смотря какая. Завтра куплю крымскую за 300. Ничего себе, как дорого у вас. Вот одной бутылки пива опьянет. Я уже опьянел. Я уже вот 2 глотка выпил и уже пьяный сижу. Видите, у меня язык начал это самое. За ваше здоровье. Язык уже стал более расторможенный. Так, что? Ну, что такое? Напиши мне там это самое и дай бумажку. Что-то хотят мне сказать, я не понимаю. Тима, где твои постоянные подписчики? Ну, где, не знаю, где придут, не придут. Дим, почитай выше наши сообщения. Я прочитал, ага. Илья Глухов, Артур Шарипов, добрый вечер вам. Илья Глухов, добрый. Иванов за отличный отдых. Артур, приветствую из Крыма, Симферополь, между собой. Вадим Максим, о, приятного аппетита, что за камера на столе лежит? Привет, привет, Вадим. Ну, камера, ну такую я снимаю, но это, короче, это Osmo Action, ну, классическая, такая вот она. Вот ей я и снимаю. У нее есть вот, ну это я в такую коробку запихал. Здесь под штатив, такое крепление. Ну, нормально снимает она. Osmo. Фирма, которая DJI, она выпускает, в частности, квадрокоптеры. Поэтому и устанавливает квадрокоптеры на в пределах. Я покупал ее что-то тысяч за 25, ага. Потом она из-за скачка цен подорожала. Сейчас, по-моему, опять цена упала ее. Ну, сейчас уже продается другая модель, выпускается, да, Osmo 2. Ну, она хорошая тоже по качеству, она сравнима с GoPro.
Угу. Поэтому нормально. Второй раз уже ее беру, снимаю. Приятного, Вадим Экстрим. Привет. Что за камера? Так, ответил Вадим. Привет. Загорел. Да, загорел. Я загорел. Так, от пива, кстати, колбасит хорошо. Тем более, когда свежий морской воздух. Сейчас я вам покажу лучше. Так, тут у меня, короче, я на стабилизаторе закрепил телефон. Так, сейчас вам покажу. Надо еще уметь управлять этой штуковиной. Вот она. Вот видите, там светится. Опс, сейчас я приближу. О, видали, да? Фокус, к сожалению. Фокус гуляет. Кстати, со стабилизатором удается довольно стабильную картинку получить, несмотря на то, что я, в общем-то, стою в пьяном виде, у меня руки трясутся, и как бы она вот относительное приближение еще сделал. Смотрите, она ровненько все, поэтому как можно. Это лучше-то. Ну там утес, по-моему, там утес, вот. Утес он светится, да? Поселок, а вот это уже лучше-то здесь. Вон там вот эти дома большие. Так, уже что там, пьяная молодежь под этими шарахается, что ли? Под окнами, под балконами. Угу, похоже. Пьют? Все пьют. Ё-моё. Так. Что тут летает? Что тут летает? Так, эти. О, нормально, да? Видно все. Так, камеру показал, да? DJ Osmo. Фирма известная. Ну, хорошо снимается и держит этот горизонт, как бы, да, тоже нормально относительно. Конечно, GoPro 10.9 они лучше, да, по качеству, да, но это за свои цены на все 100% отрабатывает. Так, ладненько, давайте. Он еще вещает. Тима всем равно красиво. Ага. Слабенький. Тима, кушай, закус. Слушайте, я же этот самый забыл совсем. Вот у нас есть лапша доширак. Сейчас мы ее будем. Так, пивас вот сюда поставим, чтобы видно. Даже можно подсветочку сделать. И мы сейчас подсветочку сделаем. О, такую подсветочку сделаю под пиво, чтобы все... Это реклама крымского пива сегодня идет. Пейте крымское охлажденное пиво. Я темное пью. Темное взял. Так, ну что, смотрите, как она выглядит. Лапша. Ну, нормально, уже разварить. Ой, кот заорал, представляете, да? Коты дерутся, что ли? Так, ну, давайте пробовать лапшичку. Такая вот лапша. Закрой дверь, пожалуйста, и спать ложись. Там люди уже пристают ко мне. Я же не один здесь, а со свитой телохранителей. Поэтому вот они говорят, что типа тебе спать пора ложиться, да, телохранители. А я говорю, кого спать-то? Еще только начало пьянки. Так. Тем более надо ее закусывать. Что-то много я намахнул, да? Вот так вот надо, вот так поменьше надо. Кстати, она хорошо разбухла довольно. Блин. Море шумит как. Слышно?
Вообще впечатляет, конечно. Вкус 100%. В сочетании с крымским пивом доширак вообще заходит. Заходит на ура. Всем рекомендую. Ой, красота, а не жизнь. Вот так вот надо отдыхать. На берегу Черного моря. На балконе вот вечером. Взять вот пивас. Взять вот доширак, клубнику. Вот, пиццу. Пепперони. Пепперони пицца. Вот смотрите какая. И вот так вот в компании друзей. Как ее сложно наматывать. Некоторые эту пиццу, лапшу ломают перед тем, как, значит, ее заваривать, да? Поэтому приходится вот так вот ее мотать. Мотать. Но она очень вкусная. Сейчас обсуждают, что экстримы женщины только надувные, безотказные. Море слышно чуть-чуть. Ага, давайте я помолчу немножко. Тут еще эти сверчки или кузнечики стрекочут. Еще там немножко такая фоновая музыка. Выше меня прочитайте, Тима Гринева. Ага, сейчас Иванова и кто донатит и сколько. Про 7 печати не забудь. 7 печатей? Ольга, что за 7 печатей? Выше меня прочти. Тима, кушай, закусывай. Закусываю. Тима слабенький, все равно красиво. Он еще вещает. Так, где выше? Что? Ольга говорит, Тима заметно, давай откровение Иоанна Богослова, всадники, апокалипсис, судный день, замени на сегодня Вадима. А что такое? Откровение Иоанна Богослова? Что за вот, что ли, библейские сказания читать? Вот сейчас вот, что ли? А почему, зачем? Что-то не совсем понимаю. Всадник апокалипсиса, судный день. Ну, пока он не наступил. Но там, да, там есть предвестники апокалипсиса, которые, значит, описано, что какие-то будут предварительные, значит, перед апокалипсисом явления, но, по-моему, их что-то особо и не наблюдается. Как бы. Вы наблюдаете, нет? То, что войны проходят, они на земном шаре постоянно проходят войны. Люди за свою, как бы, интересы воюют, поэтому это не апокалипсис. Коронавирус тоже не апокалипсис, то есть эти вирусы, они, эпидемии, они всегда были и будут тоже, поэтому тоже не апокалипсис. Апокалипсис что-то такое грандиозное, я не знаю, там с неба, когда будет сыпаться звезды или что там, вода подымется, значит, на 100 метров. Вот это будет апокалипсис. А так все это пока явления обычные. Люди, человечество их переносит. Если бы человечество не переносило бы вот эти явления все, да, то его просто бы не существовало в природе, цивилизации бы человеческой.
Понимаете, да? Вот это я прочитал. Вадим Экстримов появился. Да, привет, привет, Вадим. Рад, что вы зашли на мой канал мелкий. Серьезно мелкий, потому что я как бы значительно отношусь хуже к ведению канала, да, чем так. И у меня подписчиков там совсем мизер, как бы. Ольга Гринева. Я стебусь, Вадик начинает балалайку про конец света, когда выпьет. Ольга Гринева. Тима умничка ответил хорошо, зачет молодец, все правильно ответил, без нагрузки. Ага. Так, ну давайте дальше будем поглощать лапшичку. Конец света будет у каждого свой. Если он заслужил этот конец свой, то есть если он грешил, если он делал плохое, если он делал зло, то у него будет конец света. А если он был праведный человек, делал добро, помогал другим людям, у него конца света не будет. Он будет жить вечно. Давайте еще нальем. Крымская, холодненькая. Я так полголоса говорю, потому что у меня тут соседи за стенками слева и справа. Поэтому я не могу шуметь. Понимаете, да? Так громко орать, как бы что-то говорить. Так, давайте вот эти чипсы попробуем. Смотрите, какие чипсы. Купил вот здесь в местном магазине такую вот роскошь. Чипсы на развес. Васаби. Они это... Ну, васаби как горчица, да? То есть они со вкусом горчицы. Вообще классно. Опять же, сочетание с крымским темным пивом заходят на ура. О! Чувства непередаваемые. Ну, сегодня я обещал сделать, попросили меня подписчики сделать вот дегустацию лапши, распаковку, как я раньше делал. Теперь уже на берегу Черного моря. Ну а сейчас, по-моему, море сильнее начало шуметь, волны. Смотрите, как ее долго мотать приходится. Ё-моё. За ваше здоровье. Кстати, там музыку что-то выключили. Сколько времени-то? 10:41. Может, уже, как бы говорится, тихий час начался. Ну ладно. У нас лапши еще дофига. Смотрите, сколько лапши. Ну что, давайте что-нибудь пишите. 3 человека осталось, все пошли чистить холодильник. Ну я, видите, аппетит какой вызываю. Тем более, вот когда ты сидишь на свежем воздухе, аппетит приходит сам по себе, знаете, да? Как море шумит. Так, надо доесть лапшичку, да? Ну, по крайней мере, половину. Так, я спрошу, может быть, мои телохранители будут кушать лапшу, а то я чувствую, мне что-то этого много будет. Телохранителей же тоже надо кормить, понимаете, да?
Какие-то телохранители непонятные. Вроде бы сытые, не хотят есть. Ничего. Так, а что давайте какие-то новости. Тима, давно хотела спросить, как тебя зовут, откуда именно Тима, какого имени? Ну вот меня и Тима зовут, как бы, да? А имя просто у нас раньше был канал, по-другому назывался совершенно. Ну и как бы подписчики набрались, да, немножечко как бы, ну тоже такого плана у нас поездки. Ой, извиняюсь. Поездки там я снимал, потом стал город Якутск снимать. И подписки начали появляться, да, соответственно, потом тему, значит, название канала пришлось поменять вследствие определенных причин. И вот я выбрал, как себя назвать, да, вот так и назвал, как и зовусь, ага, Тима. Тима, ну, двойное Тима, потому что, ну, как-то надо выделиться. Поэтому я взял 2 раза, пришпандорил. Вот и так и получилось, в общем-то, ничего такого сверхъестественного здесь нету. Смотрите, какая она длинная. Ой, она так еще прыгает. Прикольно, да? Тун-тун-тун-тун. Лапша доширак. А полное имя? Фамилия, отчество, что ли? А, фамилия, имя, отчество, адрес проживания, значит. Это, конечно, все хорошо. Но пока я до такого уровня не дошел, чтобы вот может быть, когда-то расшифруюсь вот эти данные, как бы, но пока в силу определенных причин приходится вот на этом ограничиться. Ну, сами понимаете, да, времена-то какие. Просто имя по паспорту. Я не личку спрашиваю. А, зовут меня Тимо. Для всех вас. Я уже, если кто-то называет, даже среди моих телохранителей Тима, то все сразу говорят про меня, понимаете, да? Какие вещи. Полное это Фио, а я имя. Тебе как сын и дочь. Спасибо, да. Прекрасно, да, спасибо. Поэтому имя. Имя. Ну, имя как? Имя так вот, как вы знаете, вот такое имя. Что вам еще рассказать про имя? Еще должен придумать какое-то другое имя, чтобы вы поверили. Не знаю. Давайте лучше вот обсудим вот эту лапшу. Смотрите, какая она красивая. Как она наматывается. И даже сматывается, да, с вилки. Палочками, я думаю, было бы удобнее есть, да? Очень сложное дело. Ее намотать, это надо учиться. Ее надо было мне поломать перед тем, как заваривать. Ну, ладненько.
Вот смотрите, как интересно. Когда ее начинаешь заматывать, она с другой стороны сматывается. Да? Поэтому лучше... Еще на пол упала. Уже все, капец. Я пьяный. На полу, когда лапша плохо, если на нее наступаешь, то можно сделать кирдык. Аника, за ваше здоровье. Смотрите, темная крымская. Кстати, хорошее пиво. Рекомендую. Да, видите, даже я подсветочку сделал такую, чтобы освещать. Скрытный ты человек. Ха-ха-ха. Что значит скрытный? 21, да, были. Да, не все. Его там, не знаю, адрес там, потом еще надо указать еще номер счета, да, в банке, там, и так далее, да. Ты нам нравишься, как тебя зовут? Меня. Я не скрываюсь, меня так и зовут. Отчество могу даже сказать. Ой, да нет, только зачем? Зачем? Ну, приятно, что ты вот можешь и так открыто себя, все свои данные на весь свет как бы распространить, ну, пока я, так сказать, не созрел до этого. Вот. Еще раз завернули. Наверное, надо вот этот бульончик попить, пока он не остыл. Мы сейчас его попьем. Ой, какой он вкусный, а? Смотрите, тут вот такие вот какие-то типа мяса с этими овощами были. Вот смотрите, я их выловил. Сейчас покажу вам. Да уйди ты. Уйди. Типа мяса. Какие вот шарики. Видно, нет? О. Это типа мяса. Не знаю, с чего оно сделано. Но это типа мяса. Так, подсветочку обратно ложим. Кстати, что-то на улице, я смотрю, активность больше стала. Сейчас. Хотя время уже 11 часов. Час 13 стрим продолжается. О. Объедение. 4 человека смотрит. 8 лайков. Вообще супер. Так, все привыкнут к тебе, а ты меняешься. Да, правильно. Ольга Гринева, потому что она у него смешная. Кто смешная? Можно поменять название канала? Не буду переименовывать. Потом как придумаю, как. Ага. Стрим, почему ты боится свою фамилию знать, хотя все давно знают? Ну, для чего это надо? Ё-моё. Кому знает, тот знает. Понимаете, да? А всем подряд. Ну, для чего это? Для чего? Смотрят блогеров, потому что им, людям нравится то, что они снимают, да? Естественно, да? Какой-то интерес вызывают, а все остальное как бы это уже лишнее. Как море шумит. Музычку уже отключили. Так,
Кто там что написал еще? Почитаем. Я не скрываюсь. Михаленко тоже под своим именем. Иванов, вот тема. Ты родился в Якутии или приехал? В Якутию? Нет, я родился в Якутске. Вот этого я точно не скрываю. И всю жизнь живу там. Всю жизнь живу. Дети мои там родились. Поэтому, что мне скрывать? Ну, конечно, приходится выезжать иногда в отпуск. Последнее время вот ездим последние 10 лет практически только в Крым. 2001 раз в Крыму побывали в 2013 году. Мы поехали, я сначала в Санкт-Петербург, а потом поездом до поездом с Санкт-Петербурга на Симферополь. Ну, тогда, естественно, вот этих проблем в 2013 году не было, и мы проезжали напрямик сухопутным путем, тогда еще моста не было, поэтому мы так вот как-то через Севаш, Джанкой заехали и до Севастополя. Первый раз, да. А нет, подождите, мы до Симферополя, да, до Симферополя взяли. Обратно мы ехали с Севастополя в Санкт-Петербург. Все, вспомнил, да. Мы с Москвы в Симферополь ехали. В Симферополе мы пересели на троллейбус, который идет до Алушты. И доехали до Алушты. Ну, там я узнал заранее, как добраться. Потом мы еще, по-моему, на какую-то, на двойку, что ли, второй троллейбус. Доехали где-то там вот не совсем что до профессорского уголка, а где-то вот чуть выше, да, где музей Ценского, кто знает, ага, в Алуште есть. И там у нас санаторий «Дружба» был. Санаторий «Дружба» в Алуште. Вот там первый раз мы в 2013 году отдыхали. Ну, санаторий был на высоте где-то 100 метров. Представляете, да? 100 метров высоты. И вот мне приходилось пешком, а там бассейна никакого не было при этом пансионате, значит, «Дружба». Приходилось пешком по 2 раза в день вверх-вниз мотаться, поскольку там трехразовое питание было, что, что очень, оказывается, неудобно, потому что ты привязываешься к этому питанию, и тебе приходится вот на завтрак успеть, потом на обед успеть, потом на ужин успеть, и вот это вот беготня, короче, получается одна. Причем таскаться по жаре, допустим, на 100 метров высоты, или там, ну, там чуть меньше, по-моему, да, было, ну, все-таки, причем с детьми маленькими, это было довольно тяжело. Кто-то ходит. Кто-то ходит. Гарри Орловский, привет. Привет, Гарри. Привет, Израиль. Угу. Рад вас видеть. Сегодня у нас небольшой алкострим здесь, в Крыму. Вот. Пиво Крым пьем. Вот такое темненькое пиво на берегу Черного моря. Это балкон. Сейчас покажу здесь ночную Алушту. Вот так, селфи-палкой приходится пользоваться. Так, вот сейчас. Вот она там. Сейчас мы немножко повернем, увеличим. Так, немножко вверх. Опс, немножко вниз. Сложно немножко управлять. О. Вот она.
Ночная лушта. Сейчас у нас время 10 часов 57 минут. Немножко не в фокусе. Ну, темно, темно. Уже ночь. Ну, вот видно ее. Это город Алушта. Шум моря. Вот слышно волны. Ну, хороший такой теплый, ламповый, как говорится, вечер сегодня. Ветра нету. Ну, тут МЧС предупреждали, что значит будут дожди, ветра, чуть ли не град и так далее. Ну, к сожалению, этого, или к счастью, этого нету. Этого нету. И вот так вот спокойно мы сидим. Вот такой у нас стол. Сегодня дегустация лапши доширак. Заварил я ее. Вот уже практически всю съел. Кипяточком просто эту лапшу завариваешь. Ну, в удовольствие можно покушать. А? Так. Гарри Орловский класс. Ага. Дружба выше аквапарка. Да, она как раз, мы когда вот с этой дружбы спускались, там тропа такая есть. Ага, вот если кто смотрит канал коренного крымчанина, он ее частенько показывал, ага, как спуститься. Там улица Чертердакская, и вот с нее вниз, значит, там какие-то коттеджи, да, вот эти вот дорогие, вдоль них проходишь и, значит, спускаешься, когда как раз вдоль аквапарка Алуштинского спускаешься, ага, и выходишь прямо на набережную Профессорского уголка. Вот тогда в то время первое, где мы оказались, ага, это вот в этом пансионате «Дружба». Сейчас он тоже, кстати, существует, но его уже переделали, он уже какой-то закрытый, там МВД России, значит, лечит своих сотрудников, ну, оздоравливает, ага. Поэтому туда уже попасть, по-моему, сложно, просто так вот, купив путевку. Пока я себе готовил лапшичку, отвлеклась. Экстремов уже сбегал за бутылкой, сидит довольно. О, так ему задонатили 500 рублей, кто-то там. Вот что еще. Сейчас мы тоже, кстати, к нему туда перейдем, потому что ну, тут я уже допиваю практически всю бутылку, и это самое. Вам, наверное, спать надо ложиться уже. 11 часов вечера. А Гарри Русский, я только что свой стрим закончил. Угу. Да, Гарри Русский тоже стрим устраивает, поэтому заходите к нему на канал и участвуйте в его стримах. Он довольно часто их проводит на разные темы. Видео тоже на канале есть у него, поэтому подключайтесь, смотрите его. Гарри Орловский. Ольга Гринева: Тима, ты меня не поздравил с 1000 просмотров моего видео. Ой, как Ольга, я тебя не поздравил. Ну, бывает, всякое бывает в жизни. Конечно, поздравляю. 1000 просмотров. Ну, это вообще супер. Это вот за последнее видео, где ты до Багратиона ходила, да? Ну, вообще, конечно, труды такие надо большими просмотрами оплачивать, да? Это все-таки ты шла сколько туда, до этого меганома, по жаре, 3 часа, да, в одну сторону, 3 часа в другую. Я бы вообще не смог. Я бы вообще не смог, конечно. Ты вообще молодчинка. Молодчинка ты. Так. Гарри Орловский, Алушта, помню, было. Ага. Гарри Орловский, привет, Ольга. Привет. Гарри, я тоже блогер и стример из Крыма. Да, да. Поэтому, Гарри, подписывайся на Ольгу Гриневу. Она крутой стример крымский. Она ходит пешком по Крыму и показывает Крым и красоты Крыма.
разные достопримечательности. Ну вот недавно показывала корабль Багратион, который еще Николай II, представляете, царь Николай II, он его, значит, открывал, он на нем был. Вот сейчас он стоит там где-то в забвении, уже никому не нужный. А вот она дошла до него пешком с Судака. 3 часа шла по солнцу палящему, не сняла его. Алекс Мекс, добрый вечер, Тима. Елена, привет, привет, добрый вечер. Вернее, даже ночь. Ольга Гринева, Тима, нас некоторых пропустил выше, пролистай. Галеровский класс. Елена, добрый вечер. Иванова, да, давай, нам трэш начнется, наверное, сейчас напьется. Это Вадим Экстремов. Ну, по-моему, бутылка водки, как бы это мне, может быть, это много, да, как бы, да. Ну, людям привыкшим. Темненькое пивас. Смотрите, как оно пузырится. Ой, вообще суперское. Холодненькое, темненькое. Крымское. Смотрите, какая пенка. Сейчас я вот вам поближе покажу. Смотрите, какая пенка. Как лучше-то? Вот так вот лучше, по-моему, да? Видали, да? Темненькое. Люблю темненькое пиво. Ладно, за ваше здоровье поднимаю стакан пива и пью. Чтобы проблемы все ушли и все жили, главное, в мире и спокойствии и достатке. Я думаю, все этого хотят. Поэтому за это не выпить – это грех, конечно. Сложно наматывать вот эту лапшичку. Какая-то молодежь шарахается внизу. Они, похоже, тоже уже выпили пиваса и ходят. У них какие-то кошачьи игры. Так, Гарри так называется, канал Гринева Ольга. Угу. Гарри Орловский канал. Наш вечерний стрим в отпуске. Гарри Орловский, ага. Ольга Гринева, Тима, полистай нас с Ивановой. Ну, стримы будут. Пиво Лехаем. Это по-еврейски, да? Лехаем. Да, вот пиво темное, крымское пиво, смотрите. Смотри, какое, Гарри, пиво пьем сегодня. Вот такой вот Крым. Пиво Крым темное. Кстати, у него какое-то ограниченное время, 38 дней, вот написано. 38 дней. Надо его в течение этого времени выпить. Он много медалей каких-то имеет здесь вот. Короче, вот таким вот образом. Такое вот пиво. Так, что-то эта лампа как-то светит странно. Ну ладно, вот так у нас сделаем подсветочку. Алкустрим. Ну, алкустрим, да, алкустрим. Ты же тоже проводишь алкостримы. Вот я тоже решил на берегу Черного моря провести алкострим. По-моему, это не запретная тема. Ольга Гринева. Короче, там два вопроса от нас. Тайган и где ты родился? Тайган, парк Тайган. Парк Тайган это где львы содержатся, да? Где я родился? Я родился в городе Якутске. Да, Ольга, он родился, он уже отвечал. Ага. И хочешь ли ты ближе к теплым местам? Ну, что значит теплые? Вообще теплые, вот типа Краснодара, мне как бы такое не нравится, да? Такое не нравится, потому что там слишком много жары, поэтому мне не нравится жара.
таком количестве, как в Краснодаре. Может быть, меньше жары где. То есть это может быть центральная полоса России, может быть, вот там вот можно жить, ага, более-менее, ага, или чуть южнее, ага. А потом в России можно во многих местах жить, где теплее. Тот же самый Красноярский край, там Хакасия, там тоже очень хорошие места, Алтай. Очень красивые, хорошие, и там тепло тоже. Значит, там не так холодно, как в Якутии. У нас в Якутии климат остроконтинентальный, поэтому большие перепады температур зимой до минус 50, даже ниже опускается температура, это в самом Якутске, да, а летом до 35, плюс 35, то есть вот перепад, такой вот перепад температур. Довольно холодная зима, начиная с октября месяца, как снег выпадает, включая март, середину марта. Вот это все зима длится. И причем морозы минус 40, минус 50, они 3 месяца у нас. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Вот 3 месяца. То есть это температура может быть минус 50. Вот такая от минус 40 держится. Ну, хотя этот год был теплее, допустим, ага, температура минус 50 была всего лишь неделю где-то у нас. А так держалась на уровне минус 40 в основном. А вот предыдущий год, 2021, зима, та была холодная. Там и минус 55 было градусов, 57 даже было градусов. Я, кстати, ходил, снимал. У меня есть видео на канале в такую погоду. Даже стримы делал. Представляете, да, с улицы. То есть идешь, пока телефон снимает, не замерз, и ходишь, снимаешь. Ну, приходилось заходить в магазины, греться там, чтобы камеру согреть, соответственно, и саму погреться, и дальше выходил, и дальше шел. Даже где-то примерно до 2 часов получился у меня стрим таким образом. Сколько градусов сейчас? Нет, у нас я в Крыму. В Якутии сейчас сегодня тепло, там 25 градусов где-то так. Значит, хотя Якутия, она большая республика, она, если вот вы посмотрите на карту географическую, то она от Северного Ледовитого океана, то есть это Арктика, до Южной Якутии. А это уже, значит, где-то уровень, где-то район Комсомольска-на-Амуре, вот так вот, если смотреть по широте, то есть довольно протяженная, и там климатические зоны разные, там и арктическая зона, тундра, лесотундра, и тайга с большими деревьями, в частности в Южной Якутии, там Алекминск, Нерюнгри, там большие деревья, то есть когда пролетаешь над Якутией на самолете, видно, как вот меняется природа, значит, сначала большие деревья, потом поменьше, ну, соответственно, где холоднее, там хуже растительность растет и меньше вот эти деревья по размеру. А когда уже туда, ближе к северу, да, там уже такие редкие деревья, а потом уже вообще нету никаких деревьев, чисто тундра, ну, понимаете, да, степь такая. Там олени водятся, и олени, и вот этот, что они едят, мох, вот этот мох. То есть, представляете, да, такие места, они очень большие,
пространная, поэтому и температура тоже она, если, допустим, на севере там сейчас холодно, да, район Тикси, да, там сколько там, плюс 10 градусов, да, допустим, то в Южной Якутии, где-то в районе Алекминска и так далее, значит, она может быть уже жара, там уже 30 градусов быть. То есть очень большая республика Якутия. По площади она вмещает 7 Франций. Как вы думаете, 7 Франций, а чтобы вот перелететь ее на самолете, это надо несколько часов. Несколько часов, чтобы только перелететь. Поэтому... А Якутск находится где-то в середине республики, так относительно равно удален от всех границ, как бы. Ну, хотя до Черского лететь все равно довольно долго. Черский находится ближе уже к Магаданской области. Ага. И до туда лететь на Ан-24 4 часа. Представляете, да? Ну, Ан-24, он не такой скоростной, конечно, как реактивные самолеты. Ну, где-то 4 часа лететь. Поэтому... Ну, нормально. Тима, давай завтра тоже стрим. Не, завтра не получится стрим. Если только я, может быть, попробую днем. Это просто вот меня попросили сегодня как бы продегустировать лапшу, потому что людям понравилось, вот как я делал вот эти вот стримы с разной лапшой, там, ага, значит, распаковка лапши, там, поедание каких-нибудь консервов, там, еще что-то, да, вот у меня были такие опытные, то просто, ну, по просьбе людей я устроил, как бы, да, подписчиков. Ладно, давайте. Класс. Сколько градусов пива? Гарри пишет русский. Сейчас посмотрю. Пиво. Так, тут надо фонарик. Носите с собой фонарик. Вот такая штука, да, она очень помогает в темноте. Так, темная, но она не крепкая. Хмель, солод, вода. Добрые традиции, качество. Так, а где крепость-то? Она же спереди пишется. Спереди. А, вот 5% алкоголь. 5%, короче. 5%. 5%. Ну, это нормально. Это нормально. Для некрепленного пива 5% это самое то. Самое то, это некрепленное пиво, это ну, натуральное брожение пива, оно, по-моему, выше 5% и не получается. То есть то, что выше 5%, там вот это есть Балтика девятка, там, да, знаете, там потом Red Bull и так далее, вот такие сорта пива, они все с добавлением спирта, поэтому они крепкие. Ну, некоторые люди привыкают к тяжелым алкогольным напиткам, такие как водка, значит, 40-градусная, да, там, или коньяк, там 40 градусов тоже, да. Им уже, конечно, вот такое 5-градусное, да, это как вода. Это как вода, это деньги на ветер. Пиво без водки, деньги на ветер, да, то есть такая поговорка, да. Ну, а чтобы посидеть спокойно вечером, вот расслабиться на фоне моря. Вот у меня перед глазами сейчас Алушта вечерняя. Море не видно, к сожалению, да. Если был бы у меня такой большой-большой прожектор, я, может быть, и сейчас осветил его, да, и показал бы вам море, но, к сожалению, такого прожектора нету, поэтому... Так, ну что, дальше давайте. Так, эту я практически всю доел. Я, кстати, высыпал туда половинку вот
вот этого, значит, этой приправы. Она красная лапша, красный доширак, он жгучий. Поэтому кому противопоказано или не любит он много перца, когда, да, половину пакетика вот этого высыпайте. Хотя я пробовал вот эту корейскую лапшу, да, вот та действительно жгучая. Ой, какая она жгучая. Так, и у тебя от 5 градусов уносит, ну как, ну что, плохо это что ли? Что от 5 градусов не уносит? По-моему, это нормально. Я говорю, я веду здоровый образ жизни, ЗОЖ так называемый, поэтому вот этот алкоголь, допустим, вот первый раз я пью в Крыму вообще. Ну, вино я еще немножко как бы выпивал, да, такое вот за обедом, да, потому что, вот, допустим, в Ялте интурист, там в ресторане у них, где шведская линия, да, там, пожалуйста, предлагают алкоголь бесплатно, шампанское, полусладкое и брют. Ну, полусладкое разбирают быстро, моментально. Значит, как бы, а брют он остается еще. Хотя вот там, ну, знают, там вот это у них этот ресторан, да, где кормят, питают людей, он двухуровневый. И там второй уровень есть. Там, когда вот внизу вино шампанское кончается, да, можно сбегать наверх туда, и там тоже фужеры с налитым шампанским дают. Как бы, ну, можно взять, ты сам подходишь к столику, там берешь это шампанское и можешь сидеть там, вот пока у них этот завтрак или обед проходишь, и можешь, вот сколько влезет в пузо, можешь его и потреблять. Ну, как бы за все заплачено. Балтика в Израиле есть. У вас есть даже Балтика, да? Ну, здорово, да? А я что-то давно Балтики не видели. Сейчас, это раньше Балтика, да, вот это пивоваренный завод, он был довольно таки широко распространен. А сейчас, по-моему, какие-то другие сорта уже больше. Тима, днем покажешь стрим? Ну, постараюсь. Ага. Я не знаю, как тут связь. У меня оператор волна, я симку взял, поэтому здесь он плохо ловит. Плохо ловит. Ну, когда будет лучше, я днем устрою, да, обязательно стрим. Я пробовал стримить с Ялты недавно. Ходил там по Приморскому парку, потом на Приморскую набережную вышел. Это, короче, там у меня все оборвалось. Короче, в Ялте на набережной связь вообще дурная, поэтому, ну, там, я знаю, там вроде бы МТС оператор более-менее так ловит. Ну, вот у меня волна, к сожалению, она как-то с ней не очень было, и стрим несколько раз прерывался. У меня там небольшие нарезки есть вот с этого стрима. Там буквально по 15 минут что-то вот стримы получались больше, потому что связь обрывалась просто. Поэтому стрим, значит, ну, будет связь хорошая, тогда я его сделаю. А пока связи не будет, к сожалению, нет. Здесь почему стрим проходит? Потому что здесь Wi-Fi. В отеле, в этом, значит, поэтому довольно качественный Wi-Fi, поэтому стрим я провожу. А отойду куда-нибудь к берегу, там Wi-Fi уже никакого не будет, и что там делать, я не знаю.
А сотовый вот оператор, он тоже здесь плохо ловит. Ну, я посмотрю, дальше как, где качество будет. Тима, про Тайган ответь, пожалуйста. Тайган, парк Тайган. Ну, мы были в Тайгане в 2016 году. С экскурсией. Я брал экскурсию, нас туда отвозили. Ну, по пути что-то мы купили там билеты и ходили до определенного времени, там, когда нам сказали быть обратно, прийти, чтобы нас увезти. И вот мы ходили, ну там где-то часов 3 или 4 мы находились. Ничего там такого интересного я не увидел в этом Тайгане, как бы. Львы куда-то попрятались все, потому что была жара, солнце светило, и они все попрятались в тень. Поэтому мы ходили как дураки, в общем-то, там что-то высматривали, хотя лев там этот лежал где-то в метрах 100, сытый, довольный, под деревом. Ну, там в одном месте их, правда, собрали, этих львов несколько, или тигров, там, ну, я особо в животном мире не разбираюсь, и они как бы там бегали, да. Поэтому такое сомнительное удовольствие, как бы, ой, бабочка тут летает, смотрите-ка. Тем более сейчас эти расценки, они увеличились. Если раньше там 600 рублей, как типа моли какая-то тварь, это она вот на этот свет прилетела. Давайте-ка я выключу. Бабочка прилетела, пришлось выключить. Не люблю я насекомых, когда летают. Они же сейчас вот на свет и летят. Вот так вот повесь в комнате, в такой панели, они, знаете, полная комната у вас налетит. Этих насекомых. У нас так было один раз в Новом Свете, когда мы пришли, значит, уже вечером, там такие бунгало типа есть, домики в этом Гоке, как оздоровительный комплекс, тут ток, туристско-оздоровительный комплекс Новый Свет, значит, там домики такие есть, где можно жить. И вот мы туда пришли вечером, я открыл форточки, потому что душно было, и включил свет. И где-то минут через 10 было просто невозможно находиться в этом помещении, потому что налетела целая тьма насекомых, каких только не было там. Короче, мы что сделали? Поскольку окна закрывать нельзя было, потому что душно просто, мы бы там сварились внутри этого помещения, нам пришлось выключить свет. Ну, сначала убить всех насекомых, закрыть окна, убить всех этих насекомых, выгнать, потом выключить свет, открыть обратно окна и уже свет не включать. И в темноте мы сидели, короче, в темноте сидели, и вот таким образом. Потом мы уже вечером никогда там не включали свет, потому что налетали какие-то насекомые, какие-то жуки, бабочки, не знаю, там, комары, еще кто там. Короче, полное там царство было. И мы, короче, вот пришлось нам сидеть вечерами в темноте с открытыми окнами и дверями, потому что если их закроешь, просто запаришься, там жарко. Домики, они отличались низкой ценой, как бы, да, и то, что там нету каких-то кондиционеров и так далее. Кстати, там прикольно было, помню, туалет там был отдельно в этом домике. Я так думал, почему туалет-то отдельно? Оказывается, там сероводородная вода, и вот из крана сероводородная вода текла, то есть и смывалась она тоже в бачке с сероводородной водой. То есть вы понимаете, сероводородная вода, она с запахом тухлых яиц. Вот такая вода, но эта вода, она лечебная.
И туда специально люди приезжают, чтобы, ну вот, которые больные различными кожными заболеваниями, чтобы лечить их. И они, я смотрел, там люди есть, которые просто набирают эту ведра в тазике эту воду и обкатываются. То есть они таким образом лечатся сероводородной водой, которая там, она, естественно, она там добывается с каких-то скважин и подается вот туда водопровод. Так, Гарри, так, давайте. Да, сейчас очень много пива завезли в Израиль. Ну это хорошо. Тим про Тайган ответил, я ответил, да, про Тайган, да? Ну, то, что мы там были, мне там особо что-то не понравилось, а денег там надо много тратить, и какой фиг туда ехать, а там терять целый день, чтобы бродить по этим железным лестницам. Ну, не понимаю, я не понял. Ольга Гринева с балкона сделай как сейчас. Ага. Или покажись. Ну, еще рано показываться. Интрига пропадет. Да, Ольга, сейчас. Я имею в виду, поедешь в этом году, Гарри, отметь себя, и я сразу тоже. Иванова, ты здесь? Тима, чё пиццу не кушаешь? Да, здесь, пора спать. Мега градусов, утром вставать рано. Ольга ставил коммент. Так, Ольга Гринева, Иванова, я тоже уже засыпаю, но тема интересная человека. Спасибо, Ольга. Что тебе же завтра надо на работу, а ты вот уже смотри, сколько, 11:29, а ты еще не спишь. Хотя я могу, допустим, вообще 2 часа поспать, а потом на работу пойти. Честно скажу. Как-то вот такое качество стало работать, что я могу полночи не спать, потом заснуть, потом встать. В общем, 3 часа могу поспать, ага. И все, потом на работу. Иду, работаю. Поэтому надо тренироваться, попозднее засыпать и пораньше вставать. Тогда у вас организм адаптируется. Ну, потом, правда, приходится высыпаться. В какие-то дни приходится высыпаться, поэтому можно вот в таком режиме по 2 часа спать, где-то дня 2-3 провести максимум, наверное, а потом все-таки ты чувствуешь, что уже ты уже ходишь не такой, это ненормальный, поэтому потом надо выспаться уже полностью нормально. Ага, да, точно говоришь, всем рано вставать, в 6 часов вставать. Ничего себе, как вы рано встаете в 6 часов? Я вот в 7 встаю. Ольга Гринева, Тима, ты еще работаешь? В смысле? Сейчас отпуск. Мы на Черном море находимся. Сейчас я нахожусь в отпуске, да? Понятно, да? А я тебя видела, чуток образ в одном из твоих прошлогодних, могу описать образ. Спасибо. Да, там где-то есть, значит, если посмотреть видео все, где-то я себя снял, да. Поэтому, ну, как бы я особо и не таюсь, как бы, да, просто зачем как бы пугать лишний раз своих подписчиков. Был бы я красавцем, там, не знаю, как Вадим Экстримов, да, тогда я бы только бы себя и снимал, и только меня бы вы видели, да, но поскольку я не такой, значит, внешностью, даже страшный, можно сказать, я, вот чтобы от подписчиков от меня не отписывались, я себе не показываю. Представляете, да, вот такая вот, ладно, за ваше здоровье. Так, вот пицца. Давайте, вы хотели пиццу. Так, сейчас подсветочку включим. Оп, вот такая подсветочка есть. Пицца пепперони. Ну, она уже остыла, ее, конечно, надо. В номере нету микроволновки, я даже разогреть не могу. А куда-то бежать, что-то мне лень сейчас.
Ну тут, короче, вот такая колбаска и сыр. Она довольно вкусная. С пивом. С пивом она классно заходит. Так, надо, кстати, подлить. Там у меня на донышке осталось, это уже последнее. Так что мы с вами допиваем пиво. Пиво Крым. Так, за ваше здоровье. За мир и дружбу во всем мире. Вообще классно, конечно, сочетание вот этой пиццы пепперони с пивом темным на балконе. Морской бриз сейчас вечерний такой приятный. Шум моря слышу. Так. Ну, если вы, конечно, наберетесь терпения, там смотреть все эти ролики, то, что я наснимал, там надо много человека часов. Да, вот еще есть такие чипсы. Васаби, со вкусом васаби, очень подходят тоже к пиву. Они так еще хрустят, хрустят во рту. Нет, еще не на пенсии. Рановато. Если бы мне дали пенсию сейчас, да, я бы, честно говоря, ушел бы, даже не думая. И вот сидел бы где-нибудь вот так вот на берегу моря бы, получал бы пенсию и бездельничал бы, честное слово. Потому что работа, она отнимает много времени. Она отнимает практически половину жизни. Так, где? Хорошо, если работа такая, что она у вас, значит, она вам полностью нравится на 100%. Ну, такая работа очень редко когда находится. Поэтому лучше находиться на пенсии уже с молодости. Ничего не делать, там, наслаждаться жизнью на берегу моря, да, пить пиво. Вот, Алушта. Кто там в Алуште сейчас живет? Привет. Обычно коренной крымчанин ко мне заходит, тут что-то не заходил. Ну, наверное, спит уже. Я думаю, ему надо рано очень вставать, поэтому рано ложиться спать. А мне-то какой смысл? Ну, завтра у нас обед в 8 часов. А даже 8:30, по-моему, что ли? А, с 8. Ой, пардон. Пардон. Поэтому я могу сидеть допоздна. Вот она, Алушта, Черное море. Все-таки со стабилизатором стримить. Вот этим селфи-палкой, да, вот этой, которая со стабилизатором. Стедикам. С ним смотрите, как удобно.
Так вот вводишь. Я сейчас сижу, я сделал увеличение на сотовом телефоне, с которого стримлю, да? И сейчас вот снимаю спокойно, показываю вам. Да? И практически болтанки такой сильной нету. Вот там даже видно, как огни мерцают вдалеке. Город Алушта это. Вот. Ну-ка, максимум сколько приблизить удастся. Ой, тут еще очень так все это дело. Вот. Видно, да? Не очень ровно, но вот пытаюсь снять. Фокусировка какая-то не очень. Дайте-ка я свет, может, свет этот мешает. Сейчас я свет выключу здесь. Так, вот я свет выключил. Полностью свет выключил. Сейчас только вот этот свет есть. Сейчас я его тоже выключу. И вот так, сейчас я облокочу здесь. Вот она Алушта. А все равно немножко фокус не хочет делать. Вот Алушта. Видно? Вот она вдалеке, на побережье Черного моря. Вот видно, да? Там какие-то здания выше, ниже. Значит, горы. Значит, горы. О, как. О, как можно. Там здание какое-то большое такое, видно его. Ну, это туда, если дальше уводить в эту сторону, там уже будет поселок Утес. Вот это, по-моему, он. Угу. Специально для вас трансляция с берега Черного моря. Город Алушта. Так, ладно. Обратно я включаю все это дело. Так, где мой фонарик? Еще не видно, темень. Так, надо эту уменьшить. О, клубничку. Сейчас сфокусируемся на клубничке с вами. Будем клубничку пробовать. О, так, надо уменьшить. Как ее уменьшить? Вот так вот. О, классно. Так, кто там что написал? Так, Гарри Орловский. Вкусняшки. Главное, дети у него воспитанные. По детям понятно, какой отец. Ольга Гринева уважает Коренного и Корсакова. Ага. Хороший блогер, да.
Иванова, я примерно поняла, где ты отдыхаешь. Это или Восточный Набережный, или после нее следующие поселки. Солнечногорск, Малоречка или дальше. Ну да. Ну, Солнечногорск, правда, слишком далековат. Поэтому чуть поближе. Но Мишку видно как на ладони. Солнечногорск, я не знаю, приближает сильно, наверное. Тима, ты рулишь, молодец. Ольга Гринева, ты давно в блогерстве? Ну, как давно? Вообще канал завел в 2013, по-моему, году или 2012, а туда видео выкладываю с 2005, подожди, с 2016 года, где-то так вот постоянно уже. То есть примерно с этого времени и начал. Ну, как бы в основном-то смысл моего видеоблогерства в том, чтобы показывать, кому это интересно, значит, то, что мы видим собственными глазами. То есть это не цель как бы зарабатывания денег, да, нету такой цели, да, какой-то доход там получить и так далее. То есть просто вот видео, то, что мы снимаем, если оно кому-то интересно, пускай люди его смотрят, почему не поделиться с этим видео с другими людьми. Вот такой смысл, в общем-то. Ага. Ну и, соответственно, так потихоньку подписчики и набежали. Ну, тема была популярная. У нас были пожары большие в Якутии. И много дыма. Ага, и вот я тему эту зацепил, как бы, и люди стали смотреть. А после того, как я снял вот, случайно чисто видеоролик про то, как дождь пошел, да, у нас долго дождей не было, все было в дыму, и дождь пошел, ливень, да, и я вот этот ролик снял, как бы у меня сразу много-много-много просмотров появилось, и подписчики пошли. Я только 1,5 года. Ну да, но нет, у меня нету такой цели, как бы заработать там деньги, да, это как бы хобби у меня все. Поэтому я вот частенько стримы провожу с мероприятий, где музыка, да, где музыка играет. Ну, естественно, за это никакой монетизации, ничего, там даже может банк какой-то быть, ну, я все равно снимаю, потому что хочу показать людям Просто хочу показать людям, ну, обстановку, да, как это все проходит, мероприятия, там, допустим. Нет у меня цели такой заработать какую-то там копейку и так далее, донаты получить. Поэтому все это от души просто для вас, кому это интересно, я показываю. Ну что, давайте клубничку попробуем. Так, это все в сторону. Это все. Кстати, уже становится прохладно. Кстати. Так, лишнее убираем. Так. Ага, спасибо, Ольга. У тебя сегодня самый домашний ламповый стрим получился, надеюсь. А мне так вот приходится говорить в полголоса, потому что рядом соседи. Я как бы не могу их громко говорить, понимаете, да? Рядом соседи и мешать им своими тут, значит, разговорами, как бы. Так, ну что, давайте попробуем клубничку. Смотрите, какая клубничка у нас. Вот такая вот она. Вот такая вот клубничка. Сегодня купил ее. 250 рублей килограмм. Ну, здесь
другой альтернативы нету, поэтому приходится продавать то, что... Ой, покупать то, что продают. Кстати, оно сладкое. Такая немножечко кислая, немножечко сладкая. То есть, как бы в меру, да? И запах сейчас посмотрим. И запах есть тоже. Так, ну что, за ваше здоровье. Все, я выпил. Бутылка вот эта пустая. Видите, да, уже там ничего нету. Пусто. Так что хорошее вкусное пиво. Рекомендую. Темное. Так, вот слушайте, уже прохладно стало, ё-моё. Наверное, будем уже завершать. Давайте я еще клубничку одну искушаю на завершение нашего стрима. Ой, вкусная, вкусная. Она, кстати, вот тут мелкая, да, она послаще, а крупная, она по менее сладкая. Смотрите, какая здоровая клубника. Офигеть. Вот если ее, смотрите, вот так вот положить, да, вот она какая будет. Вот, допустим, взять вот чокопай, да, чокопай. Вот в сравнении с чокопаем, какая клубника здоровая. Кто-то там едет, а машина какая-то. Машина едет. Фух, что-то прохладно стало уже. Прохладно. Ну ладно, что, давайте тогда прощаться. Надеюсь, еще удастся постримить с Крыма. При наличии хорошей связи, конечно, да. Так что давайте. Всем спокойной ночи. До свидания. Пока. Ладно. Все, завершаю. Или показать вам еще на завершение. Сейчас еще раз покажу. Вот видите, как мне приходится приближать ее довольно сильно. Так, в другую сторону. Вот у нас ночная лушта. Так, время практически 12 часов ночи. Темень. Вот так вот сфокусировался он. Вот напоследок ночная лушта. Ну, ладно, всем пока. До новых встреч.